В Кызыле подача заявлений от пострадавших от паводков граждан завершена 21 июня. Составлением актов о причинении ущерба, нанесенного в результате половодья, занимаются комиссии в муниципалитетах, на территории которых объявлен режим чрезвычайной ситуации. Это город Кызыл, Тоджинский, Кызылский и Кахемский Кажуны. Пострадавшие от паводка граждане могут обратиться в Сумонные или Кажунные администрации с заявлением о проведении осмотра пострадавших от паводка жилых помещений. Члены комиссии выезжают на место, проводят обход дворов и участков, составляют акт осмотра жилых помещений и придомовых территорий. В мэрию города Кызыла со 2 по 21 июня было подано более 200 заявлений от населения. Из них на данный момент зарегистрировано и рассмотрено 110 заявлений. Материальная помощь будет оказана в зависимости от степени повреждения и в соответствии с решением комиссии. А также материальная помощь будет выплачиваться преимущественно тем гражданам, которые имеют приостанавливающие документы. Работниками ЕДД мэрии города Кызыла паводковая ситуация освещалась во всех средствах массовой информации республики, а также интернет-ресурсах мэрии города Кызыла. Мы работали с жителями Педо, Элдо, Козавод, района Орбиты и Вавилинского затона. В районе кожзавода мэрия Кызыла откачивала воду насосами, но дома все равно затопило. Хулер Ондар со своей семьей, супругой, 3 несовершеннолетними детьми и пожилой мамой живут в районе кожзавода. Эти фотографии сделаны на момент затопления придомового участка семьи Ондар. Именно они прикладываются для заявления. Сегодня Хулер Ондар уже засыпал территорию дома 2 КАМАЗами земли, но вода в подвале еще не уходит. Жарким летом приходится топить печь, чтобы как-то ускорить процесс. В семье Оюн 6 малолетних детей. Их дом находится в правобережных дачных обществах в СНТ-5. С маленькими детьми жить в затопленном доме небезопасно, поэтому семья сняла жилье по улице Лобсанчапа. Оплатят ли за арендную плату пострадавшим, пока неизвестно. Несмотря на сложную ситуацию, молодая мама Аржана Оюн благодарна единой дежурной диспетчерской службе мэрии за оперативную помощь. Заявление я написала неделю назад. Дежурный ЕДД приехали в 3 часа ночи. 2 сотрудника перевезли нашу семью с 6 детьми. Мы с мужем собрали вещи первой необходимости и также переехали в съемную квартиру. Так как мы переложили пол, сделали повыше, воды в доме нет. Но, как и у соседей, в подвалах и во дворе вода стоит. Всю бытовую технику мы подняли повыше. Чтобы ничего не украли, за домом присматривает брат. В этом году комаров стало слишком много. С детьми особенно тяжело находиться на улице. По соседству с ними живет Нина Якушина, которая за 15 лет проживания здесь такого масштаба бедствия не припомнит. Мэрия Кызыла доставляла продукты питания пострадавшим многодетным семьям и пожилым людям. Жители дачных обществ отмечают, что многое зависит от председателя садовых товариществ. За всю житье здесь было всего 2-е наводнение такое. Были, конечно, наводнения, но это только была грунтовка. А то, чтобы вот так затопило, это грунтовая вода пришла к нам уже 2-й раз. Она уже уходила, а сейчас пришла она 2-й раз. Ну, приходили к нам с мэрии, с пожарной части, волонтеры, с МЧС приходили, помогали. Ну, как бы сразу начали откачивать воду, и сразу начала вода убывать. В погребе, вот у нас 7 метров погреб, он сразу начал убывать вода, снижаться. Вот и у соседей с огорода ушла вода, и вот отсюда ушла вода. На 23 июня 2021 года в Кызыле в комиссию поступило 235 заявлений. Компенсации и единовременная материальная помощь пострадавшим от паводка будут выплачены в соответствии с постановлением правительства Тувы номер 352 о правилах и условиях выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Республики Тыва при чрезвычайных ситуациях. Конкретный размер финансовой помощи гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости определяется на основании актов обследования частного жилья и имущества пострадавших граждан, то есть индивидуально. На данный момент комиссия мэрии Кызыла совместно со службой ГО и ЧС осматривают дома и составляют акты. О сроках выплат узнать можно на официальных источниках мэрии столицы. Айдан Хулы, Чайхан Дунга, Кузыл Сарыксерен, Тува 24.